Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Мои братья и сестры, сейчас идет очень-очень серьезная дискуссия. Она проходит среди ученых ислама и даже общества касательно того, как омывать, заворачивать и хоронить пациента, который умер, у которого был коронавирус COVID-19. Я хочу подчеркнуть что-то очень интересное. Давайте не будем говорить о COVID на мгновение. Обычно, когда мусульманин умирает, то это обязанность тех, кто остался, омыть его тело, после этого завернуть его тело в саван, потом помолиться, то, что называется джаназа намаз, после чего захоронить его тело на ближайшем мусульманском кладбище. Итак, все это, вкратце, то, что мы должны выполнить перед умершим. Ислам учит нас, если человека убили, или если человек, например, был застрелен или ранен кем-то определенным образом, я не буду вдаваться в детали касательно условий, но в некоторых случаях при определенных обстоятельствах омывание покойного отменяется. Также отменяется заворачивание в саван, и остается только молитва и захоронение. Итак, этот человек считается шахидом или мучеником в случае, когда кого-то убили. То есть было совершено убийство и так далее, как я и говорил, при определенных условиях и обстоятельствах. Давайте поговорим о COVID-19. Это зависит от того, насколько много мы знаем о том, насколько сильное заражение может распространиться от этого умершего. Помните, это нечто новое, и даже медицинские эксперты не абсолютно уверены в том, что происходит, и может ли это действительно заразить тех, кто жив, и до какой степени это может заразить их. Итак, во-первых, кремация в исламе считается полностью запрещенной. Это считается кощунством, неправильным проявлением неуважения. Это то, что должно избегаться любым способом и ценой. Это касательно кремации. Итак, как мусульмане, мы верим, что нам не разрешено кремировать. Это посягательство на достоинство человека. Мы верим, что человек был сотворен из глины или земли и должен быть возвращен в глину или землю. В могиле есть часть, которая оставляется пустой или открытой, наполненной кислородом, для того, чтобы помочь в разложении этого конкретного тела обратно в глину. Коран говорит об этом в суре Таха. «Минха халакнакум, ва фиха нуидукум, ва минха нухриджукум таратан ухра». Мы сотворили вас из нее, земли. Мы, на самом деле, в нее мы вас вернем и из нее выведем еще раз. Итак, кремацию необходимо избегать, насколько это возможно. Потом, что мы должны знать, это иногда некоторые из этих экспертов говорят, что вирус очень заразен даже когда человек уже умер. Итак, если он действительно так заразен, то в этом конкретном случае есть дозволенность отказаться от омывания и от заворачивания, а вместо этого могло бы быть сделано дезинфекция тела в самой больнице. Медицинские эксперты могут сделать это. И они могут положить это тело в мешок для трупа или 2, или 3 и передать его мусульманам для захоронения или проконтролировать захоронение со строгими условиями, если доказано, что это очень заразно. А если доказано, что это не настолько заразно, как они это заявляют, а сейчас так говорят многие, я не являюсь экспертом и не заявляю, что знаю, но это зависит от того, насколько это доказано. Итак, если доказано, что это не настолько заразно, как они говорят об этом, или это можно провести в защитной одежде, тогда люди должны одеть эту защитную одежду, насколько они могут себе это позволить, и постараться выполнить максимальное количество прав, которые должны выполняться мусульманином конкретно для этого умершего человека, который был заражен коронавирусом. Итак, давайте запомним, мы должны стараться делать то, что мы можем сделать. Максимум. В то же время
не причиняя вреда другим или не подвергая риску жизни других. Итак, если доказано, что жизни подвергаются опасности, и это очень заразно до такой степени, что это не рекомендуется категорически заворачивать в саван или омывать, тогда мы можем отказаться от омывания и заворачивания, но мы совершим джаназа намаз и захоронение. Но, как я и говорил, если доказано, что это не настолько заразно, или если мы оденем на себя защитную одежду, и тогда продолжим то, что мы должны сделать, тогда мы должны сделать это. Пусть Аллах облегчит это для нас. Как я и говорил, не существует, то есть нет определенного правила, потому что этот вопрос является нечто новым. Мы все еще узнаем новое об этом. Но я действительно верю, что мы должны избегать кремацию, насколько это возможно. Итак, как я и говорил, это полное неуважение в исламе кремировать кого-то. Во-вторых, мы с вами должны убедиться в том, что мы соблюдаем все меры предосторожности, но только если это доказано и говорится о том, что это очень инфекционно и заразно, даже после смерти до такой степени, что это не рекомендуется категорически делать омывание и заворачивание, то в этом конкретном случае нам будет достаточно молитва и нам будет достаточно захоронения. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, дарует нам всем облегчение.